Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится с вами в ближайшие 48 часов? Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, события ближайших 48 часов. Смотрите, вижу я, что вы о ком-то думаете. Вот постоянно думаете, либо о человеке переживаете, либо скучаете. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Вот в голове и в сердце кого-то содержите. Вижу, что в ближайшие 48 часов вы либо с этим человеком сами будете контактировать, да, у вас встреча произойдет, либо телефонный разговор произойдет, либо вы об этом человеке, о ком вы думаете, переживаете, очень хорошую информацию получите, полноценную, хорошую и очень позитивную. У вас тревога уйдет, сердечко ваше успокоится, и вы наконец-таки вот покой обретете, да, беспокойство уйдет. О ком-то вы думаете, за кого-то переживаете. В ближайшие 48 часов все решат. Либо лично пообщаетесь, встретитесь, либо очень хорошую полноценную информацию получите. Тревога, стресс и даже какое-то волнение, все это уйдет, отступит. И вижу, что у вас прекрасное расположение духа. Так, а здесь вы с кем-то выяснять отношения станете. Причем какой-то конкретный повод, либо причина, да, вашего спора, ваших выяснений отношений. Вижу, что вы правы, а то другой человек не прав. Мне почему-то кажется, что это между женщиной и женщиной, либо между мужчиной и мужчиной идет выяснение. Несмотря на вашу правоту, не так-то легко вам будет отстоять свое мнение, либо добиться своей правоты. Да, человек либо очень упрямый, либо такой, знаете, вот не любит там сдаваться, не любит покоряться. Придется приложить усилия для того, чтобы победить. Да, но вы во всем правы, вот чтобы вы не сомневались, все вы делаете правильно. Дальше, с левой стороны. Здесь какие-то два человека куда-то вместе собрались, либо вместе что-то делают, а вам ничего не говорят, либо от вас скрывают, либо намеренно вас с собой не позвали. Знаете, не обижайтесь и не придавайте этому значения. Эти люди, они сами себе на уме. Это для вас просто, знаете, такой звоночек на будущее. Не доверяй этим людям. Либо понимаешь, что они, да, с тобой общаются, но они тебе не друзья. В случае чего, да, они вас не позовут. Либо о вас они менее всего будут думать. Вот два человека. Немножко расстроитесь из-за них, но оно того не стоит. То, чем они занимаются, либо то место, куда они пойдут, оно того не стоит. Если бы вы с ними пошли, вы бы потратили очень много времени, сил, нервов, может быть, даже денег. Вот, оно того не стоит. Пусть идут, пусть делают, что хотят. Не позвали, все, как галочку поставила, да, запомнила. Вот, они сами себя выдают. Выдают, что они ненадежные, выдают, что они не друзья, что они в случае чего как бы менее всего о вас думают. Либо вы им вообще безразличны. Вот, не обижайтесь. Дальше. Женщина полненькая проявит к вам какое-то невероятное радушие. Она вам будет рада, она будет рада с вами встретиться, она будет рада вам чем-то помочь, что-то вам дать, что-то для вас сделать. Прям такая душевная, вот она большая и теплая, понимаете, большая и теплая. Вам очень понравится общение с этой женщиной. У кого-то это будет первый раз, у кого-то, возможно, там периодически случается встреча, общение с этой женщиной. Она, как всегда, вас порадует. Либо она вас очень порадует, если это первая встреча, первое знакомство.
прям с душой, с позитивом, с теплом, там и обогреет, и обнимет, и поцелует, и прям полные карманы там вам всего надает, все для вас делает. Очень вам здорово поднимет эта женщина настроение. Полненькая женщина. Так, а здесь у вас рыбка. Она небольшая, но она рыбка. И она прям из воды выглядывает и такая: ты где? Ты почему меня не ловишь? Вот она я. Смотри, какая классная. Деньги сами прыгают в карман, либо деньги сами прыгают в руки. Только ленивый эти деньги из воды не возьмет, да, эту рыбку из воды не возьмет. Какая-то легкая возможность заработать, либо легкие деньги придут в вашу жизнь. Небольшая сумма, но тем не менее приятная. Рыбка сама просится, говорит: ну вот она я, возьми меня, возьми в руки, я твоя. Приятное, это приятное событие, вообще сделает вам целый день. Прям настроение на целый день хорошее, такое светлое, позитивное вам обеспечено. Дальше. Мужчина, подобный страусу, голову опускает в песок. Ну, я так понимаю, это не первая ситуация и, к сожалению, не последняя. Мои хорошие, мужчина рожден страусом, и орлом он уже никогда не станет. И ждать от него, что он там будет брать на себя ответственность, либо в сложных ситуациях, критических ситуациях действовать, ну, не будет. Не будет, и вы в очередной раз в этом убедитесь. Вижу, что придется вам с чем-то справляться, либо брать удар на себя. Ну, вам не привыкать. Вам не привыкать, еще раз говорю, это не первая ситуация. То есть мужчина поведет себя ровно так, как было до этого. Просто голову в песок. Да? Меня не трогайте, я в домике, меня не беспокоить. Как этот шторм пройдет, тогда меня позовете. Да? Когда опасность минует, тогда я и вылезу. Ну, вот такой вот он. Вот такой. Судить его за это. Но он не виноват в этом. Он таким родился. У него такой менталитет. У него... ну, такая особенность психики. Да, он по-другому не может. Вот он не умеет. Он не умеет организоваться в критической ситуации. А вы, наоборот, умеете. Может быть, вам просто как-то по-другому распределить обязанности. Вы сильная, вы все можете. А он, например, там какие-то другие дела способен. Да, просто правильно распределите в отношениях либо в семье обязанности, и тогда таких конфузов, либо подобных конфузов у вас точно не будет. Ну, я не вижу, чтобы вы прям очень сильно расстроились, просто такое легкое разочарование, да, в очередной раз. Дальше большая птица. Крылья у нее так необычно поставлены, но летит, спешит, вся запыхалась, захекалась в вашу сторону. Тут очень похоже на посыльного. Человек, который вам что-то принесет, привезет, из рук в руки передаст. Важное письмо, может быть, какие-то важные документы. Но человек очень спешил, либо даже, знаете, как опаздывая, да, с опозданием даже как-то привезет, принесет. Но очень он спешил. Так, дальше, мои хорошие. Большие санки. И в санках много всего. Несмотря на то, что у нас сейчас лето, у вас санки. Но здесь вас кто-то попытается обмануть. Причем по-крупному, да, потому что санки очень большие. Эти санки женщина толкает. Обман со стороны женщины, попытка вас обмануть. Будьте бдительны и скептичны. Все, что говорит женщина, проверяйте, перепроверяйте и ставьте под сомнение. Санки очень большие. Обман по-крупному, с левой стороны. То есть этого можно избежать. Если быть бдительной и если не попасться на какие-то уловки, не верить на слово, проверять, перепроверять, может быть, даже кого-то более знающего позвать, как вот на помощь, да, дать оценку, правовую оценку. Но тут обман от женщины идет. Мужчина и женщина одинаковое предсказание. Волк воет на луну. Кому-то без вас очень сильно плохо. Очень сильно плохо. Человек бесконечно одинок. И человек готов, не знаю, землю грызть, да, лишь бы до вас добраться. Вижу, что этот человек вам будет об этом говорить. Может быть, в переписке, может быть, в телефонном разговоре. Человек говорит вам чистую правду. Действительно, без вас невыносимо. И человек вот прям как сходит с ума.
человек вас то ли на свидание будет звать, то ли просить, чтобы вы приехали, то ли просить вашего разрешения, чтобы он либо она приехал. Разрешите, разрешите. Если не разрешит, то человек и с ума сойдет вот от этой тоски и от этого одиночества. Прям плохо-плохо этому человеку. Вы многое в жизни видели, но, скорее всего, такое впервые. Впервые вот настолько много отчаяния у человека и вот сходит с ума от одиночества. А если вы женщина и вы будете общаться с мужчиной, то, скорее всего, еще как любовь к вам, да, нереализованная любовь, желание быть с вами, желание вот хотя бы увидеть вас, прикоснуться. И еще слева здесь люди по какому-то поводу собираются, чего-то ждут, либо о чем-то говорят, что-то обсуждают. Вам туда не надо. Вам туда не надо. Избегайте столпотворений, избегайте вот, когда такие тесные, да, комнаты, и в них много людей. Избегайте этого, туда не ходите. Либо подождите, пока все разойдутся, либо хотя бы частично разойдутся. Там то ли кто-то больной может быть, заразный, вирусный, то ли может быть какая-то даже потасовка. Да? Один другого толкнул, третий на пятого упал, понимаете, как бы могут быть даже какие-то травмы. Вот лучше избегать и лучше не ходить. Так как предупреждение такое небольшое. А вот здесь ситуация выбора. И вам нужно поспешить и сделать свой правильный выбор. Иначе выбор кто-то сделает за вас. И вам достанется то, что вам не нужно, либо то, что для вас не актуально, либо то, что вам совершенно не подходит. Смотрите, если выбор сами не делаете, то выбор делают за вас. И, скорее всего, что-то негативное получите из-за этого. Надо спешить, и нужно как-то быстро принимать решения. Не доверяйте выбор за вас кому-то другому, иначе такое выберут, что и на голову не оденешь. Выбор. Дальше. К вам руки человек тянет, как о помощи просит, либо об участии. Человек, кстати, очень хитрый, и человек любит, чтобы ему помогали, либо что-то за него, для него делали. Очередная попытка пиявки присосаться. Вы, конечно, человек сердобольный, и, конечно, не откажете, но не ждите благодарности. За вашу помощь вам даже банального спасибо не скажут. Да? Человек получит свое и пойдет, как будто бы ничего и не было. Да, немножко неприятно может быть. И еще, если вы оказываете услуги, либо продаете какие-то товары, берите хотя бы аванс, а лучше наперед, да, деньги берите наперед. Потому что человек может получить услугу, либо получить заказ, а потом все, уйти по-английски не прощаясь. И вот это вот обременение, оно упадет на вас. И вам может быть неприятно. Так, между мужчиной и женщиной очень важный разговор состоится. Речь идет о кольце. Если вы жених с невестой, я вас поздравляю, тут, скорее всего, предложение, да, будете обсуждать там свадьбу, праздник, там, будущую семейную жизнь, да, очень приятный разговор. Если вы уже муж с женой, то вы будете говорить, скорее всего, о кольце как о подарке. Да, может быть, муж вам скажет: хочу тебе сделать подарок. А вы такая: кольцо подари. Либо муж, например, будет говорить о том, что нужно что-то менять между вами, улучшать, допустим, улучшить жилищные условия, куда-то съездить, может быть, отдохнуть, да, что-то в семье, с семьей сделать. Кольцо — это ведь и союз. Хороший, приятный разговор, и вам очень понравится, прям сердечко ваше порадуется. Дальше. Здесь большая репка с левой стороны. Репка, которая уже созрела. Что-то вы можете пропустить, упустить. Что-то может не только созреть, но и перезреть. Урожай. Подумайте, где у вас урожай, где может быть урожай, и его пора собирать. Прямо сейчас нужно собирать, иначе будет поздно. Либо какие-то климатические условия могут помешать, там дожди пойдут, либо заморозки. Либо, допустим, вы во что-то вложили деньги, и вам накапал процент. И если его сейчас не снять, то потом могут быть с этим проблемы. И так, и так.
Все-таки репка — это про урожай. Урожай может быть и на огороде, и урожай может быть там как прибыль, дивиденды, проценты в таком ключе. Так, а здесь я вижу, что вы найдете то, что искали. Ну, искать можно разное. Можно искать какие-то вещи. Может быть, искать правду, искать какую-то информацию, искать какого-то человека. Да? Вы все разные. Вижу, что сейчас вы ищете, по сторонам смотрите, но найти не можете. Это вас очень сильно печалит. Но в ближайшие 48 часов вам высшие силы прям глаза откроют. Глаза, либо то, что вы искали, прям подсветят вам. Вот, смотри, там, где светится, там и оно. Либо он, она. Найдете. То, что искали, вы точно найдете. Причем в самом неожиданном для себя месте. Вот вы везде смотрели, но туда не смотрели. Либо по всем магазинам прошлись, а там не были. Либо по всем там мессенджерам, соцсетям полазили, а в эту не заглянули. Да, в неожиданном месте, но найдете. То, что искали, точно найдете. Так, здесь перекресток, достаточно мощный. Перекресток — это серьезный знак, особенно с правой стороны. Здесь вы сами для себя что-то можете сделать переломного характера. Все будет зависеть только лишь от вас, от тех решений, которые вы принимаете, и от тех действий, которые вы совершаете. Здесь вам судьба дает карт-бланш. Вот как вы сделаете, как вы поступите, так и будет. В ближайшие 48 часов вы закладываете мощный фундамент своего будущего. Помните об этом и смотрите, ошибок не допускайте. Так, с левой стороны. Женщина на арфе играет. Сладко поет, усыпить вашу бдительность хочет. Очень много лжи и лживых моментов от женщин в ближайшие 48 часов. Не знаю, то ли такой период у вас, то ли женщины вас такие окружают. Мужчины в зоне риска, ну а женщины рискуют своими мужчинами. Так, мужчины, глаза завязать, уши заткнуть и не соблазняться на сладкие речи женщин. Знайте, что женщины будут максимально ловкими и максимально лукавыми. Вот, чтобы вам там женщины не пели, не говорили, не верьте. Ну, незнакомые женщины, либо малознакомые женщины. Ну, а вы, мои дорогие жены, невесты, вы своих мужчин контролируете и охраняйте, да, потому что вот такие вот сладкоголосые дамочки, их очень много будет. Такое предупреждение вам. И еще с левой стороны что-то вам придется переделывать. То, что вы считаете уже сделанным, готовым, да, с этим типа вы справились, окажется, что нет, и придется переделывать, причем в очень короткие сроки. Здесь нужно будет по максимуму приложить свои усилия и постараться сделать правильно, либо лучше, чем прежде. Да, что-то будете переделывать. Не могу сказать, что конкретно, вы все слишком разные, но вижу, что будет прям подгорать. Да, слишком мало времени, и все придется прям бегом-бегом делать. Здесь то ли какая-то ваша невнимательность, то ли вы, может быть, на кого-то понадеялись, человек вам там, извините, какашку сделал, и вам придется все это переделывать. Какой-то важный урок вы отсюда вынесете, прям важный на всю жизнь. В самом венце вас ангел перед какой-то глупостью останавливает, говорит: нет, не иди, не делай, не поступай так, не говори это. Прям ангел, смотрите, крыльями перед вами вот так вот упор делает, типа не пускает вас, а вам прям хочется что-то сделать, либо что-то сказать, как-то поступить. Запрещает, не позволяет, как предупреждает: не делай глупости, не делай глупости. Тут либо у вас какие-то ощущения странные пойдут, то ли вас как не пускают, да, не пускают туда, либо к тем, где вы можете глупости натворить. Не сопротивляйтесь своему ангелу, а лучше его поблагодарите и поступайте правильно, да, не совершайте глупости. Но бывают моменты, когда можно учудить, и вы понимаете, чем вы рискуете, и такая думаете: а ладно. Вот в такие моменты старайтесь себя сдержать. Вот ангел вас не пускает. Скорее всего, какие-то будут ограничения, либо какие-то перепоны, да, между вами и вашей глупостью.
Прислушайтесь к своему ангелу-хранителю и не чудите, не чудите. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.